В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В России создали защищающий от ОРВИ спрей с антителами. Героизм девушек, спасших утопающего на пляже Якутска, отметили сегодня в Северо-Восточном федеральном университете. Учащиеся школы номер 1 Якутска начнут новый учебный год в другом здании. Энергетики Якутскэнерго продолжают работы на линии электропередачи в Нюрбинском районе, пострадавшей от лесного пожара. В огне полностью сгорели 2 опоры, повреждены еще 6. Временно восстановлены 3 опоры. На линии работает 8 человек, дополнительно направлены еще 7 энергетиков. Выполнение работ усложняется сильной задымленностью и сложной транспортной доступностью. Энергетики передвигаются пешком и пока не могут использовать специализированную технику. В зоне ограничения населенные пункты Дикимдя, Егольжа, Чукар, Харула, Мальжигар, Малыкай и Хаты. 86 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за сутки. В Якутске 55 заболевших, в Алданском районе 5, в Аймиконском 4, в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах по 3 инфицированных. В Булунском, Вилюйском, Горном, Мирнинском, Нюрингринском и Усть-Алданском районах по 2. В Момском районе 1 случай заболевания. За сутки лабораториями республики проведено 579 исследований на коронавирусную инфекцию. По данным учреждений здравоохранения, на настоящий момент осложняется ситуация в 2 районах нашей республики. Это в Верхневилюйском и Усть-Алданском районах. Необходимо обратить внимание, что основные очаги в Верхневилюйском и Усть-Алданском районах связаны с приездом к родственникам непосредственно из города Якутска и из других городов Российской Федерации гостей. В связи с этим еще раз обращаем внимание на необходимость соблюдения норм, в том числе собственной безопасности через вакцинацию, при условии того, что к вам, соответственно, гости приезжают. В России разработали спрей для носа с широким спектром антител от ОРВИ. Его создали специалисты Роспотребнадзора России. Препарат изготовлен из донорской крови по такой технологии, которая исключает присутствие в спрее микроорганизмов, в том числе вирусов. Разработка позволит защитить организм человека от различных респираторных инфекций – дифтерии, гриппа, коклюша, золотистого стафилококка и так далее. Как отмечает научный руководитель Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Владимир Алешкин, для выработки иммунитета организму необходимо время. Пока это происходит, можно искусственным образом внести антитела. Новый препарат – это заместительная терапия. Героизм девушек, спасших утопающего на пляже Якутска, отметили сегодня в Северо-Восточном федеральном университете. Одна из них оказалась выпускницей университета, где получила диплом спасателя. Конечно, это уникальный случай, да, и для нас очень важно то, что наши девушки спасли человека, потому что это помощь ближнему, ну, ничто не оценит вот человеческую жизнь, да, и мы очень рады то, что наши студентки, наши девушки проходили мимо, да, и открылись на крики, и быстро, даже не думая, побежали вытаскивать этого молодого человека. Инцидент произошел накануне на пляже 202-го микрорайона. Героини истории Даяна и Валерия Поповы прогуливались по берегу. В какой-то момент услышали крики о помощи. Они незамедлительно кинулись спасать мужчину. В это время на поверхности воды была видна только макушка его головы. Подхватив утопающего, она поплыла к берегу. На подходе к суше силы начали покидать девушку. На помощь пришла ее сестра, которая подхватила действие и продолжила спасательную операцию. Благодаря общим усилиям жизнь мужчине удалось спасти. Инстинкт. Потом, ну да, я головой думала, типа, он барахтался. И плыву, думаю, а как его вытаскивать, он барахтается. И в это время он под воду начал ходить, сознание потерял. Я горжусь, что моя сестра герой.
Безусловно, нужно быть предельно осторожными на водоемах республики. Разрешено ли купаться в них? Для этого Управление Роспотребнадзора ежегодно проводит лабораторный мониторинг качества воды и почвы. Так, исследования состоялись в 16 других неразрешенных местах для купания. Всего отобрано 75 проб воды, по результатам которых на сегодняшний день вода не соответствует по микробиологическим показателям в 5 водоемах. Это водоемы на территории ботанического сада в озере Итык-Кюэль, на озере Сергелях по Сергеляхскому шоссе, в озере Чучурмуран и озере в районе Зеленого Луга. По санитарно-химическим показателям вода не соответствует в озере местности Усть-Хатын. Кроме того, исследовали и основной столичный пляж на 202-м микрорайоне. По результатам лабораторных исследований по первой отобранной пробе из пляжа установлено загрязнение органическими веществами. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям. По итогам повторных лабораторных исследований качество воды на территории пляжа 202 микрорайона соответствует требованиям Санпин по окружающей среде. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии пляжа на 202 микрорайон выдано. Также 23 июня 2021 года у нас получили санэпидзаключение о соответствии на пляж на территории базы отдыха Хотун-Маче в Мегино-Кангаласском районе в Жанхадинском наследии. Учащиеся столичной школы номер 1 города Якутска с 1 сентября следующего года должны начать учебный год в здании, отвечающем всем требованиям безопасности. Такое решение вынес суд в адрес городской администрации в рамках искового заявления, направленного столичной прокуратурой. Напомним, прокурорская проверка по соблюдению прав учащихся школы была организована по поручению заместителя Генеральной прокуратуры страны во время его рабочего визита в город Якутск. Напомним, в центральной школе города сегодня обучаются более 600 детей, родители которых уже несколько лет требуют от столичной администрации другое здание, отвечающее требованиям безопасности. Степень износа нынешней школы по заключению комиссии составляет 70% и находится в аварийном состоянии под угрозой обрушения несущих конструкций. В ходе проверки проведена встреча с родителями, коллективом учителей, организовано комплексное обследование здания образовательной организации с привлечением специалистов в различных сферах. В адрес собственника, эксплуатанта здания внесены представления. В суд направлено заявление. Судом определен срок для подготовки нового здания к образовательной деятельности. С 1 сентября 2022 года дети должны перейти в новую школу. В результате проведенных прокуратурой совместно с органами государственной власти, республики и местного самоуправления работ учащимся первой школы предоставлено новое здание, в котором будет проведен ремонт. Ход проведения ремонтных работ, а также перевод детей в новое здание, организация обучения находится на контроле органов прокуратуры. В Нерюнгри состоялась 23-я очередная сессия 4-го созыва районного совета депутатов. Из 23 депутатов на заседании присутствовало 17 человек. На повестку дня были вынесены 4 вопроса. Это внесение изменений в решение райсовета о бюджете Нерюнгринского района на этот год и на плановый период 22-23 годов, утверждение графиков работы общественных приемных депутатов, утверждение плана работы на второе полугодие и о досрочном прекращении полномочий депутата Еремеева Сергея Николаевича по производству необходимости. Все вопросы предварительно были рассмотрены на депутатских комиссиях, получили положительное заключение, и депутаты подтвердили свое решение путем голосования. Основным вопросом стало перераспределение бюджетных средств. Сегодня в районе действует 19 социальных программ, в некоторые из них были внесены существенные изменения. Это, конечно, и касается культуры, образования. И то, что наш наболевший вопрос уборка твердокоммунальных отходов, на данной сессии принят вопрос о выделении денежных средств переработчик для приобретения 3 мусоровозов дополнительно к тому автопарку, который имеется на сегодняшний день в нашем районе. Я уверен, что это снимет определенное напряжение в данном вопросе. Телефонная, радио и интернет-связь Валроса под наблюдением инженеров-электроников из службы мониторинга связи Алмаз-Автоматики. Служба создана в 2005 году, когда возникла необходимость круглосуточного мониторинга. В ее составе только женщины, одна из них Ольга Зайнигабдинова. Об ответственности инженеров-электроников в своем коллективе и хобби она рассказала нашей съемочной группе. В верхней панели это северное направление. Мирная Ха удачный. Здесь у нас
направление Ленск и Тасюрях. Ольга Зайнигабдинова показывает на мониторе зоны, за которые отвечает во время смены инженер-электроник. Это населенные пункты России, где Алроса ведет деятельность. Просто контролируем, чтобы не было никаких аварийных ситуаций. Предупреждаем, анализируем данные какие-то, предупреждаем наших специалистов, что где-то что-то может случиться. Сообщаем непосредственно об авариях, сдаем нашим подрядчикам, провайдерам. Если мы, ну, скажем так, провороним какую-то аварию, у нас Алроса останется, может остаться без связи. Свою трудовую деятельность Ольга начала с должности телефонистки в Сахателекоме. С 2012-го перешла в Алмаз-Автоматику в службу мониторинга связи. В коллективе 6 человек, все женщины. Из-за сменной работы друг друга они видят нечасто, но это не мешает женской дружбе. Ольга увлекается выпечкой и любит радовать ею коллег. На мой день рождения лично для меня тоже испекла торт. Очень приятно, конечно, это все. Мы тут и соседние отделы уже угощали. И уже обращались к нам, сказали, что очень вкусный торт Оля пекла. Первый торт Ольга испекла 2 года назад на день рождения сына. Он так понравился родным, что и стали заказывать выпечку. Для Ольги это не только повод порадовать родных и близких, но и возможность снять напряжение после работы. Выпечка для меня это как бы отдушина, когда, знаете, с работы приходишь такой уставший вечером. Особенно если детей нету, муж на работе. Одиноко, скажем так. Ну и, соответственно, как-то отключиться от вот этого, от работы, от всего вот этого, да, от нашей повседневной жизни. Вот не то чтобы приходится, вот хочется как-то сделать что-то такое руками, там, отключиться, не думать. Мария Флоренция, Артур Голиков, Роман Ларин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Школьник из Китая прославился игрой на калькуляторах. Несколько лет назад старшеклассник Шибай из округа Лишуй провинции Чжэцзян нашел себе нестандартное хобби. Идея использования устройства вдохновила молодого человека. По словам Шибая, сложность песни напрямую влияет на количество калькуляторов, необходимых для ее исполнения. На кадрах можно увидеть, как он использует до 6 устройств, а иногда параллельно играет на синтезаторе. Оттачивание навыков занимает достаточно времени. По словам парня, он ежедневно тренируется по несколько часов. В 2019 году Шибай начал выкладывать ролики на китайском сайте. Более сотни таких видео набрали десятки миллионов просмотров. Калькуляторы устроены по определенным правилам, от 0 до 9 плюс-минус. У всех этих клавиш есть собственный звук, они не располагаются в одной линии, как клавиши фортепиано. Поэтому играть на калькуляторе сложно. Для игры на калькуляторе не нужны какие-либо особые навыки, просто нужно много практиковаться. В конце концов, это же калькулятор. К этому часу вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.